Этим мы и занимаемся. Посмотрите на состояние этой уммы и на ее проблемы. А знаете, кто ее проблема? Вы и я. Вы и я, мы и есть эта умма. И то, какой образ жизни мы ведем, отражается на этой умме. Где бы я ни был, я всегда встречаю мусульман с наилучшим характером. Я знаю, что каждый из присутствующих в этом зале обладает прекрасной душой, добрым сердцем. И я совсем не приукрашиваю, валлахи. Я искренне в это верю, всем своим сердцем. Каждый из присутствующих в этом зале является прекрасным человеком, с доброй душой, достойный этого мира. В этом у меня нет никаких сомнений. Именно поэтому я прилетаю сюда к вам, но этого недостаточно. Вы являетесь частью уммы Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям. Каждый из вас, о мои дорогие братья и сестры, несет в себе значимость. Каждый из вас играет важную роль. Только не надо тешить себя мыслью о том, что нас много. Аллах смотрит совсем не на количество, а на качество. 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 Братья и сестры, то, какую жизнь вы ведете, играет очень важную роль. Как вы проводите свою жизнь? Опять же, я буду с вами откровенен. На самом деле, я здесь совсем не для того, чтобы рассказывать вам детские сказки типа «баю-баюшки-баю», а после этого вы все разойдетесь, и все на этом закончится. А потом они пишут всякую чушь в Фейсбуке о своих романах и о том, как они прекрасно проводят свое время. Я приехал сюда не для этого. Я приехал, чтобы изменить что-то. И я надеюсь, вы тоже сюда пришли за этим. На что вы тратите свою жизнь? Сколько еще времени вы собираетесь провести впустую? Давайте сразу к делу. Аллах в Коране четко и ясно говорит: «Я сотворил джиннов и людей с одной единственной целью, и больше никакой». Но как же трудно она дается многим из нас. И что ты мне хочешь сказать, брат? Что все это старая шарманка, что все это не имеет значения? Ахи, вопрос не в том, что мы с тобой думаем. Мы с тобой рабы Аллаха, а когда ты раб, у тебя не может быть мнения. С того самого дня, как ты произнес «Ля иляха илляллах». И еще я напомню всем присутствующим, вы решили стать мусульманами по своей собственной воле. Никто вас не заставляет быть мусульманами. Никто. Вы сами решили стать мусульманином. Поймите, я сам принял решение стать мусульманином. Даже несмотря на то, что я родился мусульманином. Я родился мусульманином и воспитывался в мусульманской семье. Но что это был за ислам? Просто какой-то нонсенс. Ерунда. Ничего бы не изменилось, если бы однажды я не проснулся и не сказал себе: пора бы уже пошевелиться. Это моя вера. Не надо уже что-то делать. Моя жизнь просто проходит мимо. Подавляющее большинство даже не понимает, для чего мы тут. Наша жизнь идет чередой, и валлахи, при всем уважении ко всем вам, мы живем скорее как животные, чем люди. Мы просыпаемся каждое утро, каждый день одно и то же. Каждый день какой-то день сурка. Будто бы я для того и живу, чтобы повторять за другими. В итоге ты становишься важным и выделяешься из толпы, только когда твоя сумочка и туфли не такие, как у рядом стоящего. И неужели на этом все? Неужели в этом и есть суть моей жизни? Аллах говорит: «Я сотворил вас только для того, чтобы вы поклонялись, только для ибада, о мои братья и сестры. Для этого Аллах сотворил вас». Удивительно. Аллах упростил все для нас, а мы все упорно усложняем. Аллах говорит: «Раб мой, я создал тебя, чтобы ты поклонялся мне. Мне не важно, раб мой, какая у тебя машина. Мне не важно, какой у тебя фирмы одежда. Мне не важно, какой большой у тебя дом. Раб мой, мне не важно. Меня не впечатляют все эти вещи. Меня больше беспокоит твое отношение ко мне». А вы ему говорите: «Нет, Аллах, все это намного важнее для меня, чем наша с тобой связь». Удивительно. Аллах говорит: «Я создал вас, чтобы вы поклонялись мне. Поклоняйся мне, о раб мой».
и я наведу порядок во всех твоих делах. Совершай пятикратную молитву, о мой раб, и я обеспечу тебя уделом и пропитанием. А что в ответ? А мы ему отвечаем: к черту твою связь, к черту твою религию. Я хочу работать, я хочу одеваться, я хочу кайфовать, я хочу покупать. Это мое личное дело. А когда что-то идет не так, ты начинаешь визжать. За что мне такое, Господи? Удивительно. Аллахи, просто удивительно. Ты всюду ищешь любовь, но только не там. Ты ищешь счастье, но только не там, где следует его искать. Оно с Аллахом. Вы знаете, просто моя вера не дает мне откровенно говорить с вами о своем прошлом. Мне очень хочется, но я не могу. Моя вера ограничивает меня. Но я все это знаю. Я сам все это прошел. Я все это попробовал и видел. Любые наркотики, девушки, любые клубы, машины. Я сам прошел через все это. Когда мне было 20, у меня были машины, которые вы видите в журналах. Но моя жизнь была пуста. Валлахи, она была пуста. Поехал, приехал, дорогие часы, машины, девочки. А что дальше? Что дальше? Что будет дальше? У меня внутри все пусто. Я одинок. Я жил только ради того, чтобы угодить ей, угодить ему, устроить чем-то одного, устроить чем-то второго. Но стоит мне только оказаться наедине с собой, Аллах зовет меня, но я поворачиваюсь к нему спиной. Мои братья и сестры, вы бесценны. Аллах любит вас больше, чем кто-либо когда-либо говорил об этом. Аллах любит вас, и вы даже себе представить не можете, как сильно Аллах любит вас. Аллах говорит вам: мне не важно, вписываетесь вы или нет. Представьте, только представьте, валлахи, представьте. Мне часто говорят, что якобы мы, мусульмане, притесняем женщин. Посмотрите на свое отношение к ним, как вы заставляете их покрываться и прочее. Просто с ума сойти. Подумать только. Я Аллах. Мы притесняем своих женщин? Ваши женщины вкалывают по 24 часа в сутки. Модные тренды меняются изо дня в день. Сегодня красная, завтра черная, послезавтра короткая. Днем позже длинная. Сейчас волосы вперед, завтра волосы назад. Потом одно, дальше другое. И что бы она ни делала, она все равно не вписывается. Постоянно чего-то не хватает. И они мне говорят, что мы притесняем своих женщин. Когда у них принято так, что чем больше она ведет себя как мужчина, тем больше к ней уважения и признания. Аллах же говорит: мне все равно. Чем больше ты сохраняешь тот образ, в котором я сотворил тебя, тем больше я тебя люблю. Аллах говорит: даже не выщипывай брови, потому что я сотворил твои брови, и я люблю тебя. Я сотворил тебя именно так, и я сам этого пожелал. Но сегодня твои брови то выше, то ниже, то тоньше, то толще. Теперь их вовсе не осталось, вместо них просто линия карандашом. Да, вам смешно. Просто она никак не может определиться с формой. Она не нашла подходящую. А Аллах наблюдает за ней. О, моя рабыня! Неужели ты думаешь, что у тебя получится лучше, чем у меня? Аллах говорит: я сотворил тебя, чтобы ты поклонялся. Я сотворил тебя, чтобы ты поклонялся мне, раб мой. Знаете, меня часто кормят этими баснями, типа: «Альхамдулилля, я не совершаю молитву». Я не молюсь, но в сердце я добрый человек, я вежливый, порядочный, уважаю друзей. Да, это здорово. Ты действительно неплохой парень, но Аллах создал тебя не для этого. Очень хорошо, что ты творишь добро. Это прекрасно. Но Аллах создал тебя не для этого. Или же, да, может быть, я и не из самых примерных мусульман. Но ты только послушай, сколько миллионов у меня на банковском счету. Прикинь, какую компанию я учредил. Посмотри, какая у меня машина. Я Ахиль Карим. О, мой дорогой брат. Красавица-сестра. Но мы здесь не для этого. Братья и сестры, мы не такие. Мусульмане знают, насколько коротка их жизнь в этом мире. Мы пришли и ушли. Никто не задерживается. Сегодня вы молодые и красивые, а завтра на вас уже никто не обращает внимания. А днем позже вас уже нет. Одна только память о вас.
Все эти аргументы, что я порядочный человек, не стоят и горчичной крупинки. Приведу вам один пример. Допустим, кто-то из вас владеет фабрикой, и вы даете объявление, что ищете работника. Объявление, что вам нужна рабочая сила, скажем, на складе. И вот к вам на фабрику приходит человек, неважно, юноша или девушка, и вы ему говорите: «Послушай, давай говорить открыто. Моя фабрика работает без перебоев. Мой бизнес в прекрасном состоянии. Не переживай по поводу офиса, ландшафта, здания, внутренних отношений между сотрудниками. Не думай ни о чем. Мой бизнес работает секунда в секунду. Единственная цель, с которой я хочу взять тебя на работу, это чтобы ты перенес коробки из секции А в секцию Б. Задача ясна? Есть какие-то вопросы касательно того, что от тебя требуется? Ответь мне, тебе все понятно? Просто, чтобы тебе сразу было ясно, и ты не занимаешься ничем другим. Мой дорогой брат или сестра, не надо ни о чем беспокоиться, со своим бизнесом я разберусь сам, альхамдулилля. Пожалуйста, все, что от тебя требуется, это взять ящики из секции А и перенести их в секцию Б. Больше от тебя ничего не требуется. А в конце недели я оплачу твой труд, валлахи, я расплачусь. Вы приходите на работу, начальника нет. Вы видите ящики в секции А, в то время как в секции Б пусто. Тут у вас возникает мысль: перед тем, как начать работу, поднимусь-ка я наверх и заварю себе чашку чая. Вы поднимаетесь наверх, завариваете себе чай, осматриваете кухню и говорите: какая грязь, как вообще можно так работать? И тут вам приходит идея: а не получить ли мне похвальную грамоту? Возьмусь-ка я да отмою эту кухню. Вы начинаете мыть кухню и проводите блестящую работу. Затем вы смотрите на пол и думаете: какая грязь. Вы хватаетесь за пылесос и начинаете чистить ковры. Вы спускаетесь вниз и видите, что машины, грузовики и подъемники припаркованы где попало. Вы начинаете наводить порядок, чистить подъезд, стричь газон, работать над ландшафтом. Вы провели феноменальную работу. Просто великолепная работа. Вы сделали все, что было возможно, но только не перенесли ящики из секции А в секцию Б. Вы сделали все, что я вас не просил делать. И в конце недели у вас хватает совести прийти ко мне и попросить зарплату. Вот ты бы заплатил? А ты бы заплатил? Послушай, спасибо, конечно, за газон, за ковер и за кухню. Но я этого не просил. Ты сделал все, кроме того, что от тебя требовалось. Все мы живем прекрасной жизнью. И я уверен, что у вас прекрасная жизнь и невероятные мечты. Но вы делаете все за исключением того, что от вас требует Аллах. И потом у вас хватает совести сидеть и думать, что вам обеспечен рай. Спрашивается, на каком основании? На каком основании, братья и сестры? Мы просто потерялись и сбились с пути. Мы уже не знаем, как выстроить приоритеты. У вас прекрасные сердца, мои братья и сестры. Настолько прекрасные, что, скажу вам одно, не знаю, как вам, но лично я искренне верю, что даже убийца, если он искренний мусульманин, где-то глубоко в сердце у него томится прекрасная душа, жаждущая вырваться на волю. Я так считаю. Я не верю, что кто-то может представлять собой сущее зло. Да, у всех есть темная сторона. Есть свои недостатки, да. Но если вы попытаетесь убедить меня, что кто-то, будучи даже не мусульманином, является абсолютно конченным, то я не соглашусь. В каждом человеке всегда есть доля добра. Всегда есть что-то хорошее. Просто мы сбились с пути. Мы уже не помним и не умеем как следует ценить что-то. Приведу вам пример. Сколько среди нас тех, кого Аллах наделил прекрасными благами? Аллах дал нам все. Мы живем в красивых домах. Может быть, мы и не считаем их красивыми, но просто пойдите и посмотрите, как живут люди по всему миру. И вы станете по-другому ценить свой дом. У вас есть все.
И мы все равно неблагодарны. Мы не ценим. Знаете, что меня удивляет? Аллах Свят Он и Велик приказывает нам: раб мой, регулярно совершай молитву. Я хочу, чтобы ты поклонялся мне 5 раз в день. Сколько среди нас тех, кто не совершает молитву? Я даже не сомневаюсь, что у вас есть уважительная причина. Сколько среди нас тех, кто не молится? Невероятно много. Невероятно много тех, кто не молится. Поймите меня правильно, я никого не сужу. Не подумайте, я никого не собираюсь уговаривать, заставлять или же осуждать. Я самый грешный человек в этом зале, валлахи. Я никоим образом не пытаюсь показаться святым. Я в курсе своих грехов и прекрасно знаю свое положение. Но я вижу мусульман. Брат, ты хоть молишься? Нет, дружище, я знаю, что надо. Но я просто не успеваю, дружище. На самом деле? Брат мой, сестра, неужели вы так заняты, что за целый день у вас не найдется и 20 минут, чтобы помолиться 5 раз? А вы знаете тяжесть греха, если пропустить всего одну молитву? Кто-нибудь знает тяжесть этого греха? Сегодня нам кажется, альхамдулилля, какой приятный человек. Пусть он и не молится. А знаете, что с религиозной точки зрения он самый нечестивый человек. Но сегодня мы уже не рассуждаем в рамках логики религии. Мы рассуждаем в рамках логики своего мышления. Нет, альхамдулилля, она лучшая на свете. Добрая душа, вежливая, заботливая. О ней можно сказать только хорошая на все 100%. Ее единственный маленький недостаток лишь в том, что она не молится. А знаете, каким Аллах видит тех, кто не молится? Знаете, давайте перейдем сразу к главному. Как вы думаете, убийство — это плохо? Это вопрос без подвоха. Убийство — это однозначно злодеяние. Идем дальше. А как насчет изнасилования? Вы считаете его злодеянием? Или же педофилия? Разве это не ужасно? Я считаю это самым омерзительным злодеянием на свете из всех тяжелейших грехов. Всех тяжелейших грехов. А как насчет употребления алкоголя? Отвратительно, разве не так? А как насчет наркотиков? Отвратительно, так ведь? Валлахи, мои братья и сестры, слушайте меня внимательно. Вы можете оказаться главным убийцей в мире. Вы можете оказаться самым гнусным насильником на земле. Вы можете оказаться самым беспробудным пьяницей, не расстающимся с бутылкой. Вы можете совершать самые мерзкие грехи, совершать самые странные и уму непостижимые вещи. Я ни в коем случае не призываю вас ко всему этому. Но вы можете быть самым пошлым существом, собравшим в себе все эти злодеяния. Все вместе, все эти мерзкие грехи. Все эти грехи, собранные вместе, легче в глазах Аллаха, чем если бы кто-то из вас пропустил одну молитву. Вы знали об этом? Пропустить одну молитву для вас хуже в глазах Аллаха, чем совершить все эти грехи вместе. Кто-то услышит и спросит: что за пургу ты несешь, бро? А все потому, что мы утратили все эти понятия. У нас уже нет этих понятий. Это же истина от Аллаха. Братья и сестры, не смотрите на меня, я простой, грешный. Но о чем может быть разговор? Разве вы не знаете, что значит не совершать молитву? Неужели вы не понимаете? Я вижу, как молодые ребята женятся. Сестры, как вы вообще можете согласиться выйти замуж за мужчину, который не молится? Только потом не приходите ко мне и не жалуйтесь, что он вам изменяет. Если у этого мужчины хватает совести повернуться спиной к Аллаху, на что вы еще надеетесь? Или же вам не дает покоя BMW, которая подъехала к дому? На полном серьезе, братья и сестры, я говорю с вами на полном серьезе. Не молитесь? Тогда скажите мне на чистоту, почему вы не молитесь? Пожалуйста, поделитесь со мной, почему? Разве Аллах бросал вас хоть раз? Разве Аллах хоть раз вас подвел? Он сотворил вас из ничего.
Было время, когда вы еще даже не были каплей спермы. А потом Он позволил вам расположиться в утробе вашей матери. Вы прошли 3 уровня мрака. Он спроектировал вас и придал вам форму. Он наделял вас пропитанием на протяжении 9 месяцев в утробе матери. Кто научил тебя плавать в утробе твоей матери? Где тогда были твои деньги? Где тогда был твой бизнес? Где тогда была твоя машина? Где была твоя девушка, мой юный брат? Где она была тогда? Ответь мне, моя сестра, где был тот парень, который покорил твое сердце? Где он был, когда ты еще плавала в утробе матери? Кто кормил тебя тогда на протяжении 9 месяцев? Он ни разу тебя не подвел, ни разу. А потом, спустя 9 месяцев, Аллах дал осуществиться невозможному. Нечто вот такое появилось из крохотной материнской утробы. Ангелы снизошли, расправили свои крылья, и твоя мать была почти при смерти, но ты появилась на свет, и Аллах дал этому добро. Кто помог? Кто оказал поддержку? Братья и сестры, что вас еще может отвлекать от Аллаха? Где ваши заботы были тогда? Вы появились на свет маленьким, совершенно беспомощным, голыми. Аллах укрыл вас одеялом. Он даровал вам мать, которая кормила вас грудью, грудным молоком, со всеми своими высокими технологиями, деньгами, наукой и знаниями. Они до сих пор не могут произвести формулу, которая была бы даже наполовину той, которой Аллах наполнил грудь вашей матери. Летом Он дал вам прохладу. Зимой Он согревал вас. Где вы были тогда? У вас были руки, но вы еще не могли ни за что ухватиться. У вас были ноги, но вы еще не умели ходить. Каждый день Он был рядом с вами. Каждую ночь Он был рядом с вами. Он ни разу вас не подвел. Он научил вас ходить. Он научил вас говорить. Он научил вас держать предметы руками. Он дал вам возможность получать знания, когда вы еще вообще ничего не знали. Вы научились считать, различать хорошее от плохого, одно от другого. А теперь, мои братья и сестры, теперь, когда вы научились ходить самостоятельно, когда вы можете сделать себе бутерброд и прокормиться, теперь Аллах оказался вам не нужен? Теперь у вас нет времени для Аллаха? У меня нет времени молиться. А на что у тебя есть время, о мой брат и сестра? Просто удивляет. Как же так? О, Аллах, как же много Ты сделал для меня. И все, что Ты ждешь от меня, это какие-то 5 молитв? Неужели это так сложно? Я ведь не прошу вас стать ученым, шейхом. Я не прошу вас носить чалму. Я всего лишь прошу вас совершать молитву. Представьте, на самом деле вы просто представьте, что у вас есть ребенок. У вас рождается ребенок. У него ничего нет. Вы усердно работаете, ухаживаете и оберегаете своего ребенка, одеваете и кормите его, готовы отдать все ради него. Видите, как на ваших глазах он вырастает в юношу или девушку. И как-то раз вы обращаетесь к нему за помощью и говорите ему: «Послушай, сынок, не мог бы ты мне помочь?» А он отворачивается и говорит: «Отстань, мне сейчас не до тебя, я слишком занят». Как вам такое, а? Нет, как вам такое? А каково Аллаху, когда наступает время молитвы? Я понимаю, что вы этого не произносите устами, но именно об этом говорят ваши поступки. О, Аллах, я сейчас занят, мне некогда. Братья и сестры, сколько времени мы просто тратим зря. О, Аллахи, и мне кажется, что наше время истекло, поскольку нам уже отключили кондиционер. Пожалуйста, я обращаюсь к вам. На самом деле, я прошу вас, не тратьте попусту свою жизнь. Я на этом никак не зарабатываю. Мне за это никто не платит. Я не прошу у вас ни еды, ни чаевых. Я не прошу у вас ничего. Все только для вас, чтобы вы сами изменились. Поверьте, я видел мир.
Вы найдете счастье только у Аллаха, я не шучу. Ученые прошлых поколений говорили, поистине, если бы правители этого мира знали, какую связь с Аллахом мы храним в своих сердцах, они бы пошли на нас с войной, с оружием в руках. Вы только задумайтесь, сколько известных личностей наложили на себя руки. Почему? У них есть все, зачем мы с вами гоняемся. Слава, статус, машины, девушки. У них все есть. Но они совершают самоубийство. Спрашивается, почему? А все потому, что тут пусто. Чего-то постоянно не хватает в сердце. Аллах Свят Он и Велик говорит в Коране, поистине в поминании Аллаха. Что находится в сердце? В поминании. Аллах говорит, сердце находит покой. Аллах не сказал счастье. А знаете почему? Если бы Аллах сказал счастье, я бы первым встал и возразил. Мне часто говорят, что, мол, не в деньгах счастье. Да ладно, дай мне $1 000 000, и я заставлю тебя улыбаться от счастья так, как ты еще никогда не улыбался. Давай не будем никого обманывать. Мне говорят, что не в девушках счастье. Да ладно, не знаю, куда ты ходишь, приезжай ко мне в Сидней, и я покажу тебе все самые нужные места. Мне говорят, что не в наркотиках счастье. Не знаю, что ты куришь, но, судя по всему, что-то беспонтовое. Да, от этого всего ты будешь чувствовать себя счастливым, но они не способны успокоить сердце. Вот вы собрались тут и слушаете об Аллахе Свят Он и Велик. Уже, наверное, полчаса. Вы не принимали никаких наркотиков, не заплатили ни $1 и не позируете ни перед одной камерой. Но я уверен, что где-то в глубине ваша душа шепчет вам прямо сейчас, «Валлахи, если бы я умер прямо сейчас, я был бы самым счастливым человеком в мире». Полчаса. Каких-то полчаса. А представьте себе, если бы вы провели так целый день. Представьте неделю. Это и есть дин. Это и есть вера. А мы сбились с пути, мы запутались. Я все понимаю, я прекрасно понимаю, что все мы пытаемся вписаться в этот жесткий мир. Я все понимаю, валлахи. Я понимаю. Эти постоянные нападки. Посмотри, что за хиджаб у этих сестер. Наполовину хиджаб, наполовину челка. Согласен, это неправильно. Но она хотя бы уже на полпути к цели. И знаете, я вижу, я чувствую, что сердцем она все осознает, но в то же время она пытается вписаться в среду. Мы живем в жестком мире. Мы переживаем кризис самоопределения. Но, сестра, поверь мне, ты найдешь счастье только с Аллахом. Ищи довольство Аллаха, и Аллах окружит тебя счастьем. И если, сестра моя, ты будешь стараться угодить окружающим тебя людям, поверь мне, ты лишь попусту тратишь время.